Актанышского района Татарстана Токталащык, что в переводе с татарского дословно означает «шалаш из дерева», находится на стыке двух республик. До соседнего Башкортостана отсюда практически подать рукой. По прямой дороге километров 10 пути. В сельской татарской школе каждый ученик знает историю своего родного края, откуда их корни и кто является их предками. Бездің районда төп татар ауыллары, біргіне біздің мары ауылы бар, біргіне милләт болғаштың, біргіне тавышқауға да, маршрулларда жоқ, тынышқына эшләп, яшәп ятабыз. Эта деревня стала родовым гнездом для творческой и политической элиты. Своих знаменитых земляков Мухтара и Ильдархана Мутиных местные жители почитают с особым трепетом. Мухтар Исхақұлы Мутин 1886 жылда Актаныш районы Токталащык ауылында туа. 1908 жылда усахна сәнгате белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә башлый. Один из первых татарских актеров, Мухтар Мутин, окончил русскую гимназию в городе Белебей. Играл в Национальном татарском театре «Нур» под руководством не менее знаменитой татарской актрисы начала 20 века Сахибжамал Гизатуллиной-Волжской. После революции переехал в Казань, где исполнял обязанности и главного режиссера, и актера уже татарского академического театра. В отличие от Мухтара Мутина, Ильдархану Мутину большую известность принесла его политическая деятельность. Он занимал различные военные посты, был одним из лидеров башкирского национального движения, став одним из создателей Башкирской республики. Политическая карьера в корне изменила его национальное самоопределение. И это, кстати, по мнению ученых, в советские годы было весьма обычной практикой. Выходец из исконно татарской местности, где, как было уже сказано ранее, всегда проживали исключительно татары, Ильдархан Мутин действительно во многих документах был записан как башкир. Но в любом случае двое представителей одного великого татарского рода оказались по две стороны реки Ик. Казалось бы, страсти уже давно поутихли, но в свое время установка памятного комплекса вызвала самый настоящий общественный резонанс. В 2016 году в деревню Токталащык Актанышского района приехала большая группа башкирских ученых из Уфы. Именно здесь, посреди татарского села, соседи планировали развернуть большой шатер и установить памятные знаки на башкирском языке. Однако представители татарской общественности этот просветительский вояж восприняли весьма неоднозначно. Надпись на памятнике была сделана только на башкирском языке. Понимая масштаб исторической личности для всей страны, татарская сторона предложила сделать надпись на 3 языках – русском, татарском и башкирском. В итоге, через год, в 2017-м, это предложение воплотилось в жизнь. 9 февраля, в день трагической гибели Ильдархана Мутина, который был репрессирован и расстрелян в 1938 году, Токталачук вновь посетила большая делегация. Татарстан гостей принимал с особыми почестями, как и принято у татарского народа. Под занавес встречи гости представили документальный фильм «Мутины». Почему премьера состоялась именно в Татарстане, на родине героев, стало понятно с первых минут. Мутины дали Башкортостану много славных имен, которые, к сожалению, сегодня известны лишь узкому кругу специалистов. Среди них были представители старой башкирской знати, отстаивавшие права своего народа, в том числе своим участием в башкирских восстаниях. Что это было? Идеологический ход или же банальная оплошность? Дело, конечно, не только и не столько в надписях на мемориальных плитах. Некоторые деятели из Башкортостана в этом документальном фильме объявили Мутиных, которые являются потомками древнего татарского рода гирей, связанных со знаменитой династией крымско-татарских ханов, башкирами-вотчинниками. По словам же татарских ученых, гиреи – это древний татарский род, представители которых жили и в Крыму, и в Астрахани, и в Казани. Племя Гирей – это вообще татарское племя. Вот есть документ за 1607 год, когда Ногайская Орда еще была в Приуралье. Там есть прямая перечень властей или племен, которые входили в состав Ногайской Орды. Там племя Гирей указано. То есть это фактически нагайцы, скажем так прямо. То есть это стандартные златоордынские татары, никакие это не башкиры. Территория современного Башкортостана, она издавна входила в состав других татарских государств.
То есть, как минимум, это достоверно известно, что территория западного, северо-западного Башкортостана входила в состав Волжской Булгарии. В период Золотой Орды, естественно, вся территория Башкортостана входила в состав Золотой Орды. Потом, после распада Золотой Орды, западная часть входила в состав Казанского ханства, и центральная, южная, юго-западная часть в состав Ногайской Орды, северо-восточные территории в состав Сибирского ханства. Мы зациклились на нашем булгарском происхождении и себя ограничили пределами Татарстана, особенно не выходили за пределы Татарстана, когда писали историю. И вот эта традиция, к сожалению, с нами сыграла дурную роль, и мы не объяснили процессы, которые происходили по соседству в восточных зонах, где живут татары. Но сейчас мы эту работу начали делать, но да, поздновато начали. И сейчас мы сходу весь компендиум документов не сможем поднять, и новую трактовку мы сможем дать, но через некоторое время. А пока надо народу объяснять, как мы можем. У нас все-таки свобода слова, и каждый человек имеет право выдвигать свою историческую теорию. Проблема же не в этом. На самом деле, пускай эти все люди, они выдвигают, пишут свои книги. Проблема в том, что их теорию, ее вводят на государственном уровне, вдалбливают людей и заставляют, не просто говорят, верьте нам, но и заставляют в это верить, заставляют записываться башкиры. Какие-то преференции им обещают в этом случае. Переводят детей, татарских детей в некие башкирские группы для того, чтобы они изучали башкирский язык как родной. То есть пытаются изменить их идентичность. Если бы они просто выпускали книги, и на этом все заканчивалось, то никто бы, мы бы вообще об этом поводу не возмущались, и никаких проблем бы не было. У татарской общественности, у татарских историков нет таких возможностей доносить таким административным образом свою позицию, объяснять людям их историю в массы, да. Была бы альтернатива, была бы у всех возможности, мы бы, как говорится, без претензий друг к другу объясняли бы людям. Возьмем для примера вот это многотомное издание, которое в свое время наделало много шума, но не по качеству содержания, а по количеству фактологических ошибок на грани банального фейка. Стоит отметить, что каждая книга из 47 томов вышла многотысячным тиражом и распространялась среди населения бесплатно, позволяя каждому узнать свою родословную до 7-го колена. Так вот, в этой самой книге есть и информация о теперь уже хорошо известной нам деревне Такталачук. За исторические факты выдается рассказ некого Сагита, который, в свою очередь, опирается на устные предания какого-то безызвестного Акбабая, утверждавшего о том, что в Такталачук жили башкиры-аймаки. Возникает вопрос: может ли историческая наука опираться на слухи, домыслы, рассказы и предания былой старины? Какова в этом случае вероятность возникновения искаженной и ошибочной информации? Ответ, кажется, очевиден. А вот это уже документ, который сложно подвергнуть сомнениям. Это данные Государственного архива древних актов. Книга – результат кропотливого многолетнего труда татарских краеведов из Башкортостана и ученых Института истории Татарстана. Вышла в свет в начале этого года и уже произвела невероятный фурор в ученом сообществе. Впервые были опубликованы уникальные исторические документы. Теперь есть весомая, доказанная и неоспоримая история татарского народа, исконно проживавшего на востоке современного Татарстана, а также в северо-западных районах Республики Башкортостан. Это практически треть территории, куда входит свыше 20 районов. Уфимский уезд – одна из самых больших и значимых для татарского народа областей, входивших в XVIII веке в состав Казанской губернии. По некоторым данным, численность проживавших на этой территории татар тогда могла доходить до 500 000 человек. Так вот, согласно результатам 4-й ревизии, прошедшей в царской России в 1781 году, которая теперь находится в открытом доступе, в деревне Такталочка, название Такталащек на русский манер, проживали типтери и бобыли, то есть татары. Башкирские коллеги, они берут только ревизские сказки 19 столетия, где население учитывалось многих населенных пунктов не только западного Башкортостана, но и восточного Татарстана, учитывались как башкирцы. Но башкирцы это была все-таки не этническая категория, как сейчас, а сословная категория. Сначала были ясешным татарами, потом были типтерями, а потом, допустим, уже, возможно, в 19 веке, либо уже в конце 18 века они уже стали башкирами. То есть, в этом смысле, да, всю историю, значительную часть истории тех деревень можно проследить благодаря вот этим документам, таблицам, вот, приведенным в этой книге. Я в Башкирии живу, но я татарин.
Ну так мы же основные свои вот эти сохранили традиции, обычаи наших предков, мы же сохранили. Но эта книга еще даст полнее, например, точнее нам определиться вот этим. Восточные татарстанские районы и плюс Уфимские территории, Западный Башкортостан, это новый материал, людям доступный стал. Вот это главное. Сейчас, мне кажется, эту книгу надо переиздавать, но оригинал документов побольше поместить и текст комментарий. Вот это даст большую пользу. Я считаю, это важный момент. Это первые ступеньки изучения настоящей истории татар. Bir nesilde, bir ailede, anda nice millet kişisi yaşaydı. Сіздің де шулай енді, өзіңіздің де Гәрәй тұқымынан шыққан мутиннар башқұртлар, хужиннар татарлар. Теге мутиннарның да көбісі татар бит әні. Бұл мына шушы дәүләт шеклесенә шулай кеткен. Это генеалогическое древо, или, как говорят татары, Щежәрә, до 26-го колена известного татарского журналиста и краеведа Юсуфа Хужина. Его предки из великого татарского рода Гирей, именно оттуда, откуда пошла и династия Мутиных, гордость башкирского и татарского народов. По словам Юсуфа Хужина, представители рода Гирей всегда отличала храбрость, прямота и непреклонность духа. Именно эти качества многим из них позволили оставить свой след в истории, которая сегодня имеет разное прочтение, но от этого не меняет своей сути. Biz mena yo'qlab yurganda o'zimizning kim ekanini bilmagan, tarixni bilmishega, ular butun o'zlarini yasab qo'ydilar. Ham shuni davom etadilar. Chunki nishik yozasin, xalq shunga ishonadi. Biz tatar. Bizning ana narsa ishlasalar bizni o'zgartirmaylar. Bu nishikkina bo'lmasa, mana kishi o'zining aslini qaytaradi. Эльзира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Кузьмин. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.